Я еще хотел, чтобы ты лук нарезал и сделать, обычно манты же просто добавляются, а я хочу его обжарить. Потому что я никогда, не очень люблю лук. Когда он чувствуется, да? Да, мне нравится, когда либо он поджарен, либо он совсем сырой должен быть. Исянмесес Хермат Эдуслар, здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня к нам в студию мы пригласили популярного певца, обладателя музыкальной национальной премии «Болгар» Винариса. Салям! Исянмесес! Салям, Руслан. Какой большой торт! Синабуляк. И также очень вкусный чай. Я знаю, что на вашей передаче вы это любите делать, чаепитие устраивать. Это тоже вам. Большое спасибо, Винарис, за эти угощения. В конце программы обязательно все это попробуем. Легко. Винарис Ильегет – певец по профессии и шоумен по призванию. Родился в селе Каяново Пермского края. Занимался в хоровой студии при музыкальной школе, которую закончил с отличием. Закончил Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности режиссура театрализованных представлений и праздников. С 2001 года живет и работает в Казани. Участник и призер многих всероссийских и региональных вокальных конкурсов. Организатор многих популярных шоу-проектов со звездами татарской эстрады. С песней «Келепки Цен не була» Винарис стал обладателем национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». Винарис, я думаю, ты уже смотрел наши программы и знаешь, что в нашей программе всегда готовят интересные вкусные блюда. И какое из них ты сегодня будешь? Вернее, приготовил для нас? Я хочу приготовить вкусное блюдо и традиционное. Пусть его многие готовят, но я его хочу приготовить по-своему. Потому что в нашей семье всегда манты – это первое блюдо. Манты! Манты мы сегодня будем готовить. Вкусные татарские манты. Да, с еврейским уклоном. А И вот, чуть-чуть вот с этого я не ожидал. Ну, Это будет. обо всем по порядку. Манты – традиционное мясное блюдо народов Центральной Азии, Турции, Монголии, Башкортостана, Татарстана. Состоит из мелко нарубленного мяса в тонко раскатанном тесте. Традиционно в начинку помимо мяса добавляется репчатый лук, тыква, картофель. Готовятся манты на пару в мантоварке – манты Казани. Слово «манты», заимствованное русским языком из тюркских, происходит предположительно от китайского «маньтоу», что значит «начиненная голова». Согласно старинной китайской легенде, своим происхождением манты обязаны полководцу Лян Чжунге. Ему было необходимо принести в жертву духам 50 мужчин, но не желая отдавать своих верных воинов, полководец пошел на обман. Приказал из теста слепить булочки, похожие на человеческие головы, а потом начинить их мясом. По-видимому, потусторонние силы вполне удовлетворились подменой, и рецепт стал популярным. Так, я вижу свежую говядину. Так, картошка, лук, в принципе, все. Все, что нужно, Ну, вот мука здесь есть. интересные А начинки. это приправка, к чему я сказал, что восточная, тут чуть-чуть восточной приправки будет. Так, ну о приправах чуть позже поговорим. Ну и, конечно, тесто. Давай так, тесто мы доверяем тебе. Договорились. А ты будешь помогать нам это, да? Ты любишь? Да, я буду резать картошечку, лук. Итак, приступаем. Поехали. Расскажи нам, как ты готовишь тесто. Если честно, тесто я сам никогда не готовил. Всегда готовила в нашей семье это мама. Заходите. Да, мама, Она сейчас проходи. заходит и готовит. Да. Обычно я позвонил перед передачей, спросил: мамочка, как ты готовишь тесто? На что она мне сказала: 2 яйца, 2 ложечки воды, соль по вкусу и муки. И все будет прекрасно. То есть классический вариант Классический пресного вариант теста. пресного теста. Так, прошу. Поехали. Каким еще кулинарным изыском научила тебя твоя мама? Расскажи нам. Вот знаешь, если честно, Руслан, я очень люблю готовить. Так как я пока еще живу один, у меня такой, как таковой семьи нет, кроме моей мамы. Всему учила меня мама. Вот. Я очень люблю готовить из мяса. По мне, наверное, видно, да, что поесть я очень люблю. По мне видно, что я могу поддержать тебя всегда. Что это всегда, это без проблем. Я очень люблю готовить блюда из мяса. Если честно, я готовлю очень вкусно, Руслан. Дай бог, как-нибудь пройдет наше дальнейшее общение, я приглашу тебя к себе домой, и я тебе приготовлю очень вкусное мясо по-еврейски. Винарис, ты столько раз уже затронул тему евреев. Что же ты хочешь нам такого интересного рассказать? Ты знаешь, об этом рассказывают очень много. Я думаю, что времени на эту передачу у нас не хватит. Но я тебе хочу сказать коротенькую, маленькую такую историю. Сам я родом из Пермского края. Село называется Куяново. Вот. Ну, там не думайте, Куяново с перевод это зайчья деревня. Но там растут такие же, как я, медведи, очень много. На самом деле, 54 года тому назад мои родители познакомились в этой прекрасной деревне, а мой папа проходил службу, армию в Звездном поселке. Он встретил красивую татарскую девчонку. Ее звали Махнира.
Это так зовут мою маму. А папу моего звали Ефим. Понятно, что по Ефим это значит еврей. Самый настоящий, добротный, барабиджанский еврей. Вот они познакомились. Такая история. Моя мама из мусульманской семьи. Ну, естественно, они-то не против, что евреи вливаются в татарскую кровь. Но семья моего отца просто-напросто сказала, нам татар не надо. На что отец сказал, тогда мне нужна только моя татарка. И вот не поверишь, Руслан, 54 года они прожили вместе, как два голубка, воркуя над друг другом. И честно сказать, папа вот у меня умер год тому назад, конечно, к сожалению, но папа 54 года не общался ни с одним своим родственником евреем. Вот это да. Вот так. Это вот что значит настоящая любовь. Так, ну тогда назови нам, раскрой секрет, все-таки программа «Секреты татарской кухни». Мы раскрываем здесь секреты. Настоящее имя. Винарис — это же сценический псевдоним. Да, это не псевдоним, это Мулла Кушкан Исим. Это Мулла, Кушкан который, да, на ухо кричат, ведь обычно, да? Да. Кладут меня на подушечку, я тогда был поменьше, подушечка была такая нормальная, я еще туда влазил. Вот. Накричали мне это имя, Винарис. А мамина девичья фамилия Ильигатова. Вот и получился Винарис Ильигат. Вот. Вот встречайте. Винарис Ильгит. Сегодня готовят на нашей кухне татарские манты. Как прошло твое детство? Буквально в нескольких словах расскажи, пожалуйста, мечтал ли ты стать артистом? И где обучался? Что интересного можно вспомнить из детства? Я был долгожданный, второй ребенок. После первого, как говорится, рождения моей сестры. Мама 14 лет решила взять себе такой каникул, знаешь, 14-летие. Вот. И через 14 лет появился Долгожданный я. сын. Большой, красивый. Я тогда, кстати, в детстве, когда я родился, я не был таким толстеньким. Но я был всегда красивым, Руслан, заметь. Ты не толстый, ты упитанный. Я так всем Меру про себя тоже причем. говорю. Нет, ну ты еще дюймовочка по сравнению со мной, конечно, да. Есть такой певец Василий Захаров, он всегда говорит, Знаю. можно я с тобой всегда рядышком сфотографируюсь? Я говорю, для чего? Так, чтобы я хоть меньше казался, понимаешь? Руслан, тебе сегодня это тоже повезло, честное Спасибо, слово. спасибо. Винарис, а вот в твоем шикарном детстве, счастливом, песня-то уже была тогда? Да, Руслан, я пел с детства. Кстати, могу поделиться секретом с тобой, что у меня музыкального образования совершенно нет. У меня все природно. Но петь я начал с детства. Даже скажу, в 12 лет я занял гран-при, в конкурсе поучаствовал, получил гран-при имени конкурса Чайковского, где Поздравляем. в жюри сидела сама Людмила Зыкина. Это серьезный конкурс. Это серьезно. Давай вспомним. Он раз в 5 лет проходит. Давай вспомним. Но Вот. там я пел итальянскую песню, конечно. Почему нет? Я предлагаю сейчас вспомнить те еще недалекие времена и что-нибудь исполнить для наших зрителей. Sulle mare lucita l'astro d'argengo, l'achide longo, prospero le vengo, venite la di me, nella mia, Santa Lucia, Санта Лючия. Пойдет, да? Спасибо. Так, а теперь мне, Русланчик, знаешь, что нужно? Доску и вот палочку одну, которую раскатывать тесто. Так, пожалуйста. Ага, так. Доска хорош. называется на татарском куна тактасы. Так, Куна. давай поднимаемся. Понятно. Пожалуйста. Да, Все если- условия есть у нас, только У вас, готовь. у вас понимаешь? есть все. Только готовь. Сейчас мы вот это тесто. Я думаю, что оно у меня получится. Если честно, я первый раз в жизни делаю тесто. Я просто наблюдал всегда. Что мне нравится в тебе, Винарис, что ты вот честный человек. Сразу признался, первый раз готовлю тесто. Ну, это факт. Очень люблю манты. Родня еврейская. Ведь многие это скрывают, а ты прям так и говоришь. Я этим горжусь, если Вот, честно. вот молодец, молодец. Да. Своей нации надо гордиться. А родители гордились, когда узнали, что ты хочешь стать певцом? Первое время, знаешь, я же поступал на ИСФАК в Перми, исторический факультет, пединститута нашего. Вот. На что мне папа сказал, молодец, честно скажу. Но 29 августа я забрал из пед нашего универа документы и унес его, благополучно сдал в Институт культуры. В Перми. Пермский государственный институт культуры и гуляния. Так я его называю. Поступила туда на кафедру режиссуры. Об этом родители узнали через 3 месяца. А, то есть ты скрывал это, да? Да, Тайна я была? это скрывал от родителей, но когда я это все, мама узнала. Ты знаешь, у нас в семье
как бы ни было, но руководила всегда мама. Хотя она была всегда добрая и есть нежная женщина, которая настоящая татарочка, все. Но ты понимаешь, в татарской семье, хоть и мужчина считается главным, женщина всегда рулит. Винарис, картошечка у меня готова. Я думаю, Прекрасно, достаточно. кстати. Я бы так не смог мелко нарезать. Спасибо. Но это у тебя тоже Спасибо за опыт, комплимент. опыт. Перехожу я к мясу. Сейчас мы его тоже мелко нарежем. Очень мелко надо, и вот эти жилки реально лучше бы убрать бы, да? Все уберем, хорошо. Так, Так, мне нравится, какой у меня хороший помощник сегодня. спасибо, спасибо. А мы продолжаем разговаривать о нашем госте, который расскажет, как же он из далекой Перми перебрался в наш любимый город Казань. Да, 17 лет тому назад я приехал по приглашению нашей прекрасной народной артистки Республики Татарстан Хамдуны Саидгалиевны Тимиргалиевой. А потом я устроился к ней работать. Я еще устроился параллельно сперва в театр имени Карима Чинчурина, работать администратором. Я был организатором концертов, которые проходили по всей России. А тут мне сказала Хамдуна Саидгалиевна: хватит организовывать, пора начать петь. Давай на сцену. Да, ну вроде ничего так удачно было, ну вот я начал так работать, Руслан. Так, сейчас вот мы, наверное, ты мне ножичек дашь, да, специально для этого? Так, секундочку. Мы начнем Пожалуйста. тесто раскатывать, да? То есть тесто у нас готово. Да, тесто уже готово, вот оно. Прекрасно. Мы его так вот помаленечку сейчас нарежем. Поменьше, да? раскатаем. Да, и раскатаем. А ты помнишь тот момент, когда ты впервые вот вышел как солист на сцену? Это было во время концерта Хамдуны? Да, это когда был один из сольных концертов Хамдуны Тимиргалиевой в Казани, в Униксе это было. Ну, там я пел такую песню «Юанша», благодаря, ну, наверное, в которой я и стал маленько популярным в свое время. Тогда, это было еще 15 лет тому назад. Вот. Ну, Руслан, мне хочется сегодня спеть почему-то, да? Не знаю почему, но народную песню. Bizde büyük tağlar var, tava sırtında dağlar var. Dalda yaprak bizde sağını, sizden inidi heller var. Dalda yaprak bizde sağını, sizden inidi heller var. Пойдет так, нет, Руслан? Все отлично. Все отлично. Я бы даже подпел, был бы у меня слух. Но у меня есть аппетит. Есть аппетит. Есть это аппетит. главное. Поэтому, да, я очень стараюсь тонко порезать мясо. Кстати, вот когда в манты добавляют рубленое мясо, намного сочнее получается, чем фарш. Да, например. чем фарш. Я еще хотел, чтобы ты лук нарезал и сделать, обычно манты же просто добавляются, а я хочу его обжарить. Потому что я никогда, не очень люблю лук. Когда он чувствуется, да? Да, мне нравится, когда либо он поджарен, либо он совсем сырой должен быть. Понравилось на сцене быть солистом, все-таки не за кулисами организовывать эти концерты, а выходить, получать аплодисменты зрителей. Реально, и это знаешь, как засасывает себя сцена, без сцены невозможно, без сцены тяжело. Было такое время, что я ушел со сцены. Ты знаешь, я не смог долго без сцены, мне было очень тяжело, мне было очень плохо. Я очень скучал по зрителям, я скучал. Ну, я пел, конечно, но скучал, на самом деле, вот когда выходишь на сцену, поешь, это совершенно другое. А когда ты за столом, с друзьями, там это совсем другое. Винарис, посмотри, пожалуйста, мясо у меня готово. Все Прекрасно. очень мелко, много. Руслан, нам сейчас надо будет добавить с тобой вот эту вот. То есть приправочку. отдельно не смешивая с Да, картошечкой? пока не смешивай Вот чисто так вот, да? мясо. Нет, прям поглубже, не бойся. Приправой никогда ничем не испортишь. И прям возьми вот так руками перемешай. Будет идеально. И тогда делал мясо, я-то ведь еще тесто не докатал. Вот. Перемешиваем. Соль, перец не добавляем пока? Пока нет. Пока Тогда нет. Вообще То есть положим. смешиваем щас. мясо со специями тщательно. Продолжаем. Продолжаем хвалить нашего скромного гостя. А я тебя умоляю. Расскажи, какие конкурсы интересные, большие, вот кроме того конкурса в 12 лет первого, что еще интересного было? Ты знаешь, честно, я в конкурсах не очень любил участвовать. Во-первых, у меня не было, еще раз повторяюсь, музыкального образования. Вот. Я в основном участвовал в проектах многих, которые создавались годами, людьми. Один из моих первых проектов, это было тоже 15 лет тому назад. «Биргештиктебір қартлықта» деген концертная программа была. Мы с этой программой объездили почти всю Россию. Там также участвовал Хамдуна Тимиргалиева, Илхам Шакиров, Альфия Авзалова, Захара Шарифуллина. Какой состав-то звездный? Очень был звездный состав. Также там был Рафаэль Латыпов, Рафаэль Ильясов, Диня Латыпов, Альфис Каямов еще был живым. Вот. Потом молодые певцы с нами ездили. Вот Ильнас Минвалиев ездил с нами. Ну, естественно, я тоже там был.
Вот. Там я с ними учился петь, учился жизни. Ну, я думаю, что что-то мне это дало. Вот. Сейчас я вновь пришел в культуру, и я решил вновь заняться, открыть еще один проект. Я сделал такой, я считаю, что это хороший, удачный проект. Йылдызлы хит-парад. Да, лук ты правильно режешь, мы его сейчас нарежем и в сковородочку положим и обжарим. Говорить успеваешь и за мной следить. А что делать? Опыт. Не опыт. Это все опять же еврейское. Все понятно. Все нужно проследить и уследить. Цель проекта. Вот Цель скажи нам проекта? в двух словах. Кстати, я тем временем пожарил лук Давай. на Только растительном на масле. растительном масле, да. Цель проекта, ну, у нас же очень много, по идее, проектов на татарской эстрады, ты сам знаешь, это татарша, солянка, там еще что-то там проводят. Моя цель — включить в этот хит-парад только артистов тех, которые реально участвуют в хит-парадах, которые действительно где-то занимают какие-то места, лайклы, так скажем, да, Шиляр. И, ты знаешь, получается, первое время, конечно, нам было очень сложно. Потому что наши солянки не те артисты, которые всегда мелькают на экранах. У всех на слуху, Да, на всех. А люди, которые бы хотели увидеть вне телевизора. Вот. Чем наш оригинальный, чем мы оригинальны, я считаю этим, то, что у нас только живой вокал. И мы работаем хайрия концерты. С этих выручек мы всегда оставляем либо детский дом, либо дом престарелых или дом инвалидов. С каждого концерта либо мы их приглашаем на наши концерты. В общем, мы не заполняем зал только деньгами, так скажем, То есть денежными есть элемент билетами. благотворительности. Естественно, мы для этого и работаем. Ну а сейчас мы сделаем небольшую рекламную паузу, если ты не против. После которой обязательно продолжим готовить манты по-татарски. Программа «Секреты татарской кухни» вновь в эфире. И сегодня мы готовим с замечательным вокалистом, просто веселым человеком, Винарис Илигет сегодня с нами. Винарис, Привет. большое спасибо, что пришел. Спасибо за приглашение, Руслан. Мы всегда рады видеть хороших, талантливых людей, которых умеют готовить при этом, еще самое главное. Стараются. А что же мы делаем? Татарские манты. Тесто раскатано, Уже и готовы нарезано формочки для нашего блюда и начинка. Картошка, говядина мелко нарезанная и лук. Мы его обжарили, сейчас добавляем в нашу начиночку. А мы туда еще Ароматненько. добавили приправки. Да, конечно, обязательно мы добавили приправы, несколько видов. В принципе, все готово для того, чтобы мы начали формировать манты. Сейчас я все это размешаю. Ну и, пользуясь случаем, в начале Поставили, программы- да, Да, кстати, мантоварочку монтоварка у нас уже на огне. Винарис, еще раз хочется поздравить тебя, как обладателя музыкальной национальной премии «Болгар», которую ты получил в этом году. Ура! Да. Спасибо большое. От души, Руслан. С какой песни расскажи, как проходил конкурс и твои ощущения от Ты победы. знаешь, на телеканале ТНВ есть очень хорошие программы «Кайнар Хит». Я участвовал в этой передаче с песней «Келепкицян не была». Она стала очень популярной. Я даже не знаю почему. Я даже вот куда бы ни захожу сейчас, даже в татарские, где проходят какие-то тусовки, всегда сразу «О, Винарис Кильде, не была». Винарис, остается только вот сейчас ее красивую эту песню петь, а потом мы будем делать манты. Да, давай я буду раскладывать и сразу же за одним петь, ладно? Ни голы карар етилімір тәссін келіп кетсәң не була. Қайнар құшағыма алып қабат өпсәң не була. Қабат өпсәм, сил мені, не була. Вот. Молодец, молодец, молодец. Давай попробуем собрать несколько уже. Как делает у меня мама. Она сворачивает сперва вот так вот их. Ну, процесс правильный, да. Получается такой дурь-пишмак. Да, ну только вот то, что здесь вот, да, и потом она их вот так вот здесь вот слепливает. Я почему-то делаю так вот. Но сейчас мы с тобой попробуем еще по-другому, проэкспериментируем. Ты же тоже человек, который любит Ну, у экспериментировать. всех разная школа, понимаете? Да, как Вот. ты сделал? Ну-ка, подожди. Ага. Справа манты от Руслана, слева от Винариса. У тебя такие они настоящие получились, Ага. как они должны быть. А у тебя такие... А у меня такие, да, и с А-ля еврейским пермский, уклоном. пермский Если край. бы еще было 6 этих уголков, то было бы точно по-еврейски, да? Так, ты мне сейчас покажешь, да, я надеюсь? Так, Так. вот так вот. И потом вот так, да? Все, я понял. Какие планы, Винарис? Поделись нам на 17-й год, творческие планы. Если честно, я готовлюсь к своему большому сольному туру по России. А я пока смажу основание нашей монтоварки Сливочным маслом. сливочным маслом. Так, секундочку. Итак, что это за тур, Винарис? Рассказывай. Но это будет мой сольный тур, мои сольные концерты с новой моей программой, которой я уже готовлюсь очень давно.
Я записываю очень много новых песен, делаю клипы на канале ТНВ. Выходит, презентация будет нового моего клипа «Койнар Хитта». Автор этой песни у нас Ферзяр Муртазин. Музыку написал, а слова Залия Нурахметова. И вот люди, которые обычно сидят ВКонтакте, в Инстаграме, они уже увидели частично этот новый клип. Но в любом случае это пока сюрприз, да? Да, это сюрприз. Пока его петь не будем. Кстати, ладно? у нас тоже ВКонтакте есть наша группа «Секрет татарской кухни». Я надеюсь, ты уже добавился. Я уже добавился вчера. Премьеру к своей песне тоже, кстати, можешь поместить в нашей группе, и наши зрители поддержат, оценят ее. С удовольствием, Руслан, но у меня вот не получилась одна мантышечка. Самое главное, манты не потеряют своих вкусовых качеств. Это 100%. Итак, первый уровень мы уже отправляем в кипящую воду. А Так, я сейчас- продолжаю быстрее лепить, потому Да, что я скоро смазываю нужно второй. будет второй уже. Кстати, один из вопросов, который я хотел тебе задать, когда узнал, что ты к нам придешь в гости, это твои экстравагантные костюмы. Да, кстати, нынче было в интернете голосование. Вот когда проходил Булгар Милли премии, вот это вот, да, вручение, был конкурс на лучший костюм. Мой костюм занял первое место. И опять первое место. Да, это костюмы дизайнера нашего казанского Эллары Шайхи. Видишь, необычность моих костюмов. Как видишь, у меня тело прекрасное, габаритное, а короткие пиджачки мне не пойдут. И у меня в основном все костюмы удлиненный вариант пиджачков, так скажем, и удлиненные рубашечки. И на моем прекрасном теле эти рубашки очень красиво смотрятся. Не верите? Приходите на концерты Винариса и убедитесь в этом сами. Татарские манты с еврейским уклоном. Из яиц, воды, соли и муки замесили тесто. Картофель и мясо нарезали маленькими кубиками. Репчатый лук мелко порубили и обжарили на растительном масле. Все ингредиенты начинки выложили в миску, посолили, добавили перец, приправы и тщательно перемешали. Тесто тонко раскатали скалкой и разрезали на квадраты размером примерно 10 на 10 сантиметров. В середину поместили начинку, сформировали манты, выложили их на смазанные сливочным маслом решетки мантоварки и готовили на пару 50 минут. Готовые манты перед подачей на стол полили растопленным сливочным маслом. Дорогие наши телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А самое главное, не забываем подписываться на наш канал на YouTube, на который Винарис уже подписался. Точно. Ну а сейчас я проверю, как же вкусно ты готовишь. Заметь, я заранее сказал вкусно. Итак, мы пробуем Не манты я тебя по-татарски. перебью, мы с тобой. Да. Да, я тоже принимал в этом участие. Прошу. А, уже может, да? Да, конечно. Тем более Как вот без этот вот, соли, я его сделал первым. Ты мне треугольник. его специально Дуртушмак у тебя. четырехугольник, да. Из-за этого ты мне его и дал, видать. Понятно. Винарис. Да, хорошо, и сочненько получилось. Это благодаря тому, Винарис, что ты какой же сделал. ты молодец. Очень вкусно. Только не говори, Очень что- сочно. Только не говори, Винарис, давай на бис. Давай на бис. И вот этот обжаренный лук, который ты обжарил, он очень удачно сочетается в нашем блюде. И особенно специи, которые ты добавил. В общем, 5 баллов из 5. Молодец. Спасибо. Винарис, остаются финальные минуты нашей программы. Еще раз тебе большое спасибо за вкусное блюдо. Чай с тортиком мы обязательно сейчас попьем спокойно. В общем, увидимся на концертах. Еще раз, Виктор Обязательно. Ахмед. Еще раз огромное спасибо тебе, телеканалу ТНВ. И, конечно же, всем вам, дорогие зрители. Canım kırfegen bir şamina birtigen Ebeu canım kırfegen la bir şamina birtigen Bir kiraklara kitabes teseyit bir yırtırmın Vay canım kırfegen Ey canı kayım bir şamina birtigen Винарис Ильигит готовил сегодня в программе «Секреты татарской кухни». До новых встреч, друзья. Сау Булагас. Пока-пока.